Рахмону откровенно должно быть стыдно за то, что он довел население до такого. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в каких сложных ситуациях очутились наши соотечественники. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Таджикский футболист, серебряный призер чемпионата Азии среди юношей 2018 года Шахром Назаров выставил свою медаль на продажу. Об этом сообщают группы в соцсетях, освещающие таджикский спорт. Автор поста в Facebook-группе «Чахани футболи Таджик» сообщает, что Шахром находится в настоящее время в России на заработках. Шахром родился 21 мая 2002 года. Выступал в амплуа полузащитника в составе столичного футбольного клуба «Локомотив» и юношеской сборной Таджикистана. В 2018 году на чемпионате Азии по футболу среди юношей в Малайзии Шахром вместе с командой дошел до финала. В Куала-Лумпуре 7 октября 2018 года решающий матч между сборными Японии и Таджикистана завершился победой, и представители страны восходящего солнца Шахром наряду с другими игроками выиграл серебряную медаль чемпионата. С начала 2021 года Шахром Назаров находится без клуба. Не найдя подходящую команду в Таджикистане, он в прошлом году уехал в трудовую миграцию, но чем именно он занят в России, источники не сообщают. Видимо, молодому человеку понадобились деньги на неотложные нужды, поэтому он не нашел другого выхода, кроме как продавать свою награду, говорят болельщики. Некоторые любители футбола обратились к отечественным бизнесменам, чтобы купили медаль у футболиста, и награда осталась в Таджикистане. Как вы относитесь к такой ситуации, что даже выдающимся спортсменам у нас в стране приходится уезжать на заработки и продавать свои награды? До такой степени плохо живут таджики. А также в Акмолинской области на трассе Астана-Петропавловск из-за мороза застрял автобус с гражданами Таджикистана, сообщает Казахстан Today со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям. Ночью 9 января 2023 года из-за сильного мороза с закрытого участка автодороги республиканского значения на 251-м километре автодороги Астана-Петропавловск спасателями совместно с местными исполнительными органами полицейской службы из пассажирского автобуса на дизельном топливе эвакуированы 49 человек, из них 6 детей, проинформировали в департаменте. Сообщается, что 49 граждан Республики Таджикистан были размещены в пункте обогрева в центральной мечети города Щучинска. Также было организовано горячее питание. Мы ехали из Таджикистана в Россию. В минус 40 наш автобус застрял в дороге. Спасибо вашему департаменту, народу Казахстана за то, что привели нас в теплое место, дали поддержку. Благодарим Казахстан, что помогли нам в такой холод. Предоставили теплое место, накормили. Мы очень благодарны, отметил один из эвакуированных. Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане планируют ограничить движение автобусов и авто на дизтопливе. Как вы относитесь ко всей этой информации и к тому, что Казахстан не оставил наших соотечественников в беде? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!